Оккупационный суд Крыма отклонил 3 апелляционные жалобы заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Крымские суды не выполняют российские законы, уверяет адвокат Николай Полозов. Поэтому защита Умерова намерена апеллировать в вышестоящие инстанции. Первый процесс касался нашей жалобы на отказ в суда первой инстанции в признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что там были допущены серьезные технические ошибки, судьи посчитали, что это нормально. Второй суд касался вопроса, связанного с подпиской о неразглашении, по сути, незаконно отобранной следователем у Ильми Умерова. Ссылка на действующее постановление Конституционного суда, которое, в принципе, в других регионах России судьи сразу отменяют любые действия, связанные с взятием подписки о неразглашении у обвиняемого, на Крымский суд не произвели никакого впечатления. У меня создалось ощущение, что они просто плюют на Конституционный суд отсюда. И третье касалось непосредственно постановления о назначении принудительной экспертизы в психиатрической больнице. Также оставили без удовлетворения нашу жалобу. Суд, что называется, заряжен. Политика российской власти, репрессивная политика в отношении крымских татар и дело в отношении Ильми Умерова имеют приоритет. И, конечно, никакие нормы закона и права здесь не работают. Поэтому все, что нам остается, это продолжать борьбу на других уровнях, в других судах, за пределами судов, на международной арене. Если крымские власти, крымские суды не выполняют закон в отношении Умерова, значит, будем бить по Кремлю. Пускай оттуда им настучат по голове. Я надеюсь, что это все-таки приведет к какому-то ощутимому результату. ФСБ России возбудила уголовное дело против Ильми Умерова якобы за сепаратизм. 18 августа его отправили в сумасшедший дом для принудительной судебно-психиатрической экспертизы. За 24 дня нахождения в клинике состояние его здоровья значительно ухудшилось.